Ну вот и первая плотва. Вот он, ребят. Опа. Уклейка ушла. Вон, дошла до воды. Примерно где-то час, наверное, рыбачил. Мальков ловил. Весь процесс рыбалки я не стал снимать, потому что клев есть, но все холостые. Знаете, в течение часа я вот сейчас покажу, сколько наловил. Примерно, наверное, с десяток. Вот такие они. Не крупные, мелкие. Ну, на живца самое то. Вот. Короче, в основном попадались уклейка и штуки 3 или 4, наверное, плотвы. Тулан выспался, пока я рыбачил, тут лежал он. Вот. Ну, сейчас я скоро уже спущу лодку, вон оттуда. Краска высохла. И уже буду ставить. Но солнце еще высоко, пусть немножко сядет еще. Уже чтобы глубоким вечером ставить вот это донки, ставушки. Все уже подготовлено. У меня вот тут мешок, груз. Жерлицы поставлю, донки поставлю. Тоже процесс этот снимать не стану. Думаю, будет интереснее посмотреть проверку. О, все съел. Нормально. Вот. Солнце еще высоко. Как и говорил, еще схожу за берестой, посмотрю. Вообще, рыбачить в нашей реке, скажу вам, не очень. Понятно, показывают люди, как по-настоящему хорошо ловится, но в нашей реке это только мелочь. Но все равно попробуем и крупную поймать. Трава высохла, все уже шуршит, там тулан прошел как. О. Когда перебор сухим становится, он ломается. Это надо уже все собирать. Можно. Можно собирать. Ну, примерно так. Сейчас чай попью и схожу в тайгу. Ребят, я у реки. Лодка. Вон там последняя поставушка. Палка торчит. В общем, этот поворот. Поставушкой поставил на живца. Лодку здесь оставляю. Сам до избы пойду пешком. Завтра сюда приду и отсюда буду забирать. Пробно здесь оставил. Если есть, попадет, если нет, то там бесполезно держать. Когда есть рыба, он обычно первый день сразу попадает. Тулан перешел на другой берег. Вот. Сейчас уже пойду на избушку. И на сегодня фильм будем заканчивать. Сегодняшний день. Фильм-то будет продолжаться. Завтра еще поснимаем. Завтра проверим. Надеюсь, кого-то поймаем. Кроме живцов я еще поставил так называемые донки. Вон там полторашка. 5 штук. Где-то пилят. Вроде дрова пилят. Думал, лодка. Вот, одна полторашка. Там еще коричневые полторашки. Здесь, получается, 4 штуки. И от избы недалеко 5-я. Первый раз вот таким способом
поставил. Но обычно на донке я на миногу летом раньше язей ловил. На сегодня другими снастями ловлю. Другая нажива. Пробно попробую, получится или нет. Вот прямо вот здесь она полторашка. Вон там коряга. Там живец у меня и чуть ниже тоже полторашка. Пока не клюет. Хотя тут всплеск хороший был. Ну, возможно, я так думаю, что тут хариус прыгает. А язей, лещей. Лещей вообще тут не было. Никогда. А язей здесь я ловил. Именно на этом повороте. Поэтому сегодня снова поставил вот такой вот. Лягушка, смотрите. Ну, место хорошее. Здесь такая коса, так называемая, песок. Можно на фидер. Но сразу скажу, на этом повороте клюет хорошо плотва. Но поверьте мне, здесь рыба, как сказать, запах, когда вы пожарите, рыба пахнет илом. Я не знаю, на дне, наверное, он питается, поэтому как-то не очень хороший вкус у рыбы. Вот островушка. Полторашка. Ну и там еще. Вот одна, и там прям возле коряги еще вторая. Вот такие дела, ребят. Глубина примерно здесь. Ну, я не знаю, 2,5 метра, может. Яма тоже маленькая стала. Вот. Без поклевок пока. Тишина. Один раз, наверное, тоже снимал вам. Фильм какой-то был. Здесь, короче, фидером я рыбачил и сразу поставушку тоже, ну, донки поставил. Продольник, как это еще по-другому назвать. У меня только поплавки пенопластовые были. С тройниками, крючки. И поставил я на этот, как же, на миногу. Потом я фидером рыбачу, и вот поплавок начал шевелиться, что-то там, тух-тух-тух, и начал уходить к берегу. Вот, ну, как сказать, там грузила из свинца, вот ложку мы делали, даже продают в рыболовных магазинах, а мы сами из свинца делали там. Форма, обычная ложка столовая, туда наливали этот свинец, и такое получалось. Но крупная рыба, она тащит такой груз. Вот я там, короче, рыбачил, потом после рыбалки, дай, думаю, проверю. Пошел проверить, а там сидела щука и окунь. Сразу две рыбы попали. Классная рыбалка была, конечно. Это я уже вроде снимал. Не так давно это. Не знаю, сколько времени уже прошло, сколько лет, но ну, вот так выглядит вечерняя рыбалка. Там, смотрите, дым от нашей избы, там чуть выше наша изба. Здесь у соседей тоже избушка. Ухаживают. Изба хорошая, живая. Вот так. Ладно, ребят. Пойду я. Пока сейчас росы нету. Сейчас скоро уже роса начнется. Буду штурмовать вот здесь и там уже. Пойду. Хочется, конечно, посмотреть, подождать поклевки, но
Надо на миногу ставить донки, на миногу. Более шанс больше. Как ни крути, туда щука попадает. И если есть подъязик, окунь. Но это пробно, посмотрим, что получится. Смотрите, сколько дыма тут. Ветра нету. И дым так никуда не уходит. Он шпарит дым. Ну вот, все. На сегодня, ребят, сейчас немножко подогрею чай. Тлеет, но не горит ничего. Сейчас подкину я еще сухие дрова. Вон оттуда сжигаю остатки. Надо сжечь. Ну и такой день у меня сегодня был. Немножко поснимал, как прошел день. Посмотрим, что будет завтра. С утра, возможно, съезжу я за дровами. Там уже облака появляются. Обычно становится. В общем, с утра поеду за дровами. Там сушина видел по пути. Свалилась. Надо привезти, заготовить дрова. Ну и посмотрим, как день будет. В планах еще, ну, как уберем это сено, также порыбачим. Ну, чисто на щуку, на живца еще буду ставить. Как сказать, донки я имею в виду, поставушки. Вот. А на сегодня все, ребят, давайте я отдыхать. Еще съем суп и спать. Все, хватит на сегодня. Пока. Увидимся завтра. Там, короче, я уже все закрыл. Чтоб комаров... Но вообще прохладно становится, и комаров минимум там 1, 2, 10 летает, и все. Все здорово. Погода вообще офигительная. Нету сырости, нет комаров. Вернулся Тулан. Короче, смотрите, какой костер. Как это не показать? Такое кострище хорошее. Тепло. Но самое главное, ребят, я затопил печку. Буду спать в тепле, с комфортом, потому что в избушке прохладно. Да, и уже вечереет, как бы сегодня ночью тоже будет прохладно. Сейчас приготовлю для Тулана еще ужин, сам поужинаю и спать. Вот так. Но теперь уже все. Пока-пока. До завтра. Всем привет. 6 часов утра. Ух, ну и я и поспать, ребят. Нормально поспал. В бушлате старом, который у меня здесь висит. В избушке. Журавли где-то кричат. Сейчас они скоро уже улетят на юг. Донка на месте. Где-то он там вдали. Собака лаяла. Тулан. Сейчас недавно лаял. Или бурундук где-то. Или на другой берег. Я не понял даже, где он лаял. Ну вот. Ну что сказать. Спалось хорошо. Очень хорошо. В избушке было тепло. Смотрел фильм. 2-часовой какой-то японский фильм.
В общем, море крови. 2 с лишним часа. Где-то 10:30, наверное, я лег. Сразу вырубился. В планах у меня сейчас сперва, наверное, съезжу за дровами, возможно, если не передумаю. Конечно, елка лучше, если были бы дрова, но поблизости. Да, с горностаем там. В амбаре что-то воюет. Там валежники, только сосны лежали возле дороги. Привезти хотят наполнить эту часть. И потом уже буду убирать сено. Донка проверим. И смотришь, день пройдет. План. Ковалаял там. Ладно, день второй начинается. Вот уже подъехал. Тула, че, лок, давай, лок. Тула, давай, лок. Вот оно дерево. Надо спилить, выносить. Сухое. От корня в стороне. Даже на стройматериал даже хороший. Вот смотрите. От пня вообще в стороне. Там еще второе, чуть подальше. Потоньше и подальше. Вон там уже с корнями сырое дерево. Но этот возьмем. Это наше. Это уже возьмем. Загрузился. Туда все вынес. Вот такое количество с одного дерева получилось. Конечно, болонь весь уже синий. Вот сердцевина более-менее еще. Что даст вам жар. Ну, дрова хорошие. Дрова хорошие. Эти сухие дрова будут для затопки, растопки. Там каракат стоит. Давайте сходим посмотрим. Тулан где-то он там лаял на белку. Уже когда поднимался вчера, этот каракат тоже стоял. Вроде как передняя часть на домкрате или колесо лопнуло, или... Ладно, все-таки колесо. Вот такой зверюга. Советует такой вот покупать мне. Честно, мне он не нужен. Большие колеса. Очень много узлов. Все надо следить. Я не механик. Где-то что-то случится, все. Капец. Так, на домкрате. Речный домкрат хорошая штука, конечно. Так все выглядит. Фары. Даже 3. Двигатель похоже на ланчин или лифан. 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 Не знаю, сколько лошадей. Ну, примерно так выглядит каракат. Кто первый раз видит. Вездеход. На чем можно дальше уехать и пешком прийти. Там даже окно есть. Ну, не знаю, ребят. Кому что? Мне вот, ну, совсем не хочется вот такую технику. Из ПНД кузов вроде как. Тоже из ПНД. Оргстекло сзади. Там какая-то лебедка даже. Мосты волговские. Ой, блядь, деловой, волговские. Как будто я знаю. Волговские. Но обычно волговские у нас берут. Он крепче. Крепче, чем Жигули или еще какой-то. Лебедка внутри, это просто может такой вот трос через это идет. Если застрянешь там.
от машины примерно еще 50 метров. И там еще одна вершинка я вижу. Давайте посмотрим. Если древесина не на корню, тоже можно забрать, в принципе, на дороге лежит недалеко, не надо выносить. Бывает с дровами вообще проблема. Сушина стоит, трогать нельзя, находишь внутри там где-то метров именно вот 50 еще глубже и на себе так выносишь, не из приятных это. А здесь прям рядом возле машин. Тут у нас столик. Давайте. Ох, какая красота сегодня здесь. Гриб там растет. Обалденно, конечно, солнечный день так. Офигеть. Самолет где-то вон там идет. Ну, примерно вот такой пейзаж, картина. Можно тоже донки поставить. Опять кого-то увидел. Белки, наверное. Лес просыпается, вон там уже гудит. Там болото. И с той стороны какой-то гул идет. Вот еще один. Это получается даже осина. Гнилая осина, это даже не буду рассматривать. Ну, вроде как все. Там дальше, может, за кустами есть. Но поеду обратно. По пути там еще сосны, где вот поперек дороги лежат. Чуть-чуть расширить надо дорогу, спилю. Где-то метр шириной еще. Потому что на скорости едешь и приходит там узкое место, надо приходится скорость сбрасывать. Вот еще вершинка тут. Тут уже ладно, поеду. Там, короче, тонкие какие-то. Я уже у СБ. Смотрите, начал немножко пилить. Потихоньку буду пилить, складывать, не спеша. Время есть. На обратном пути больше я не увидел возле дороги лежащие вот такие бесхозные дрова. Есть, но все на корню. В общем, не стал трогать. Нафиг. Вот, а это спилю и сложим. Потом уже посмотрю примерно. Если мало будет, здесь на лугу, вот недалеко. Ну, много сучьев, конечно, там у елки. Тоже елка и береза уже в прошлом году ветром свалила, просто лежит. И я уже в прошлом году это показывал, что надо, говорю, тоже на дрова спилить. Ну, он рядом, буквально отсюда, грубо говоря, 250 метров. Потому что у меня мишень 100 метров отсюда. И отсюда еще столько же. 200-250. Так, ладно, сейчас я организую костер, буду греть завтрак. Пока не хочется завтракать, но чай точно надо попить. Ну, в принципе, все хорошо. Вот это я сейчас пилю. И, наверное, вот эту кучу тоже с плесенью тоже туда сложу, потом пускай будет. Одним махом все это сделаю. Потом уже донг проверять сходим. Заберу оттуда. Самое интересное, это, конечно, проверка донок. Смотрю я на УАЗик. Вот на эти колеса. Вот какой рисунок. Ребят, это колесо, получается, Кама. Так, Кама 219. Он в основном ездить по шоссе, по асфальту. Вот поэтому я и постоянно
могу застрять куда-то в любую лужу. Обычно, когда едешь по глинистой дороге, вот эти протектора, ну, не годится. Это не грязевая. Начинаю потихоньку понимать. Мне также уже писали, что Олег говорит, покрышки поменяй. Знаете, вот поменять можно, но тоже покрышки у меня новые. Покрышки новые, и вот человек там посоветовал, и сразу бежать там, менять, покупать. Я, конечно, не стану. Все это денег стоит. А почему я об этом начал говорить? Потому что я начал понимать, что такое шоссейная покрышка и грязевая. У меня на трицикле, вот я вам показывал тоже, трицикле елочка. Покрышка. Шипы такие здоровые шипы. Но не шипы, а протектора, рисунки. И он везде прет. Везде прет. Из колеи выползает. Короче, роет, едет. А этот рисунок, он сразу набивается вот этой глиной или грязью, и он начинает шлифовать. Но и грязевые, вот если вот для грязи купить, я так думаю, ну вот так слышал, что они быстро изнашиваются на асфальте. Но могу ошибаться, я не ставил и не ездил на таких покрышках. Что, в принципе, меня возит. Я от села сюда доезжаю. Зачем я, ребят, буду менять на дорогостоящее что-то новое, когда есть возможность пользоваться старым. Придет время поменяю. А сейчас они новые еще. Вообще мало я езжу на УАЗике сейчас, вообще мало. Раньше только на нем ездил. Одна машина была, и Сыктывкар на нем частенько ездил. А сейчас только в тайгу и по селу там, если кто попросит там что-то. Небольшой колым подзаработать на топливо. И все. Так что, а УАЗик, конечно, хорошая машина, вот, скажем, дрова там привезти, груз перевезти там. Когда строишься, вообще незаменимая вещь. Когда вот ты строишь дом или избушку, ну, я не знаю, слов нет. Так что, ну, сейчас у меня и техника есть, как бы, и если трицикл себя хорошо покажет, будет ездить, то тоже, как бы, в плохую погоду на нем можно поехать, в хорошую на трицикле. А сейчас я уже как сказать, мангал поставил, дрова, и осталось только чайник вынести, сжечь костер, разжечь. Но хочется также и поболтать. Ничего с собой поделать не могу.